Первый сезон проекта «Команда Абхазии» Бадра Гунба анонсировал в самый разгар предвыборной президентской кампании. Он стартовал 12 февраля и завершился 13 апреля. Цель проекта заявлена как поддержка перспективных управленцев. Автор проекта очень желал сформулировать для нас в Абхазии команду для решения ключевых вопросов. Организацию конкурса доверили Абхазскому комитету по делам молодежи и спорта. Над пиаром трудились провластные СМИ Абхазии и России. Последние не побрезговали и запрещенными в России соцсетями Фейсбуком и Инстаграм. Все этапы конкурса, промежуточные встречи, которые пришлись аккурат на президентские выборы, транслировались со всех экранов нашей и соседней страны. В конкурсе могли участвовать граждане Республики Абхазия в возрасте от 18 до 55 лет, не менее 2 лет проработавшие во власти. Официальным языком этого вроде бы абхазского проекта стал русский язык. То есть действующие чиновники и победители конкурса были обязаны говорить только на языке национального общения. После завершения проекта «Команда Абхазия» чуть ли не полным составом ушла в должности в исполнительной власти. Но был оставлен и резерв для выборов, дважды перенесенных муниципальных и грядущих парламентских. Для этой категории российским правительством финансируются различные проекты. А теперь я остановлюсь на проекте под названием «Гостеприимная Абхазия», который должен способствовать профессиональной самореализации граждан Республики Абхазия в сфере туризма. Организаторы проекта все та же автономная некоммерческая организация «Команда Абхазии», соорганизаторы администрация президента Абхазии и организация «Россия. Страна возможностей». После назначения руководителя конкурса «Команда Абхазии» Тараша Хакба вице-премьером правительства эту должность передали юристу Георгию Габуне. Непосредственным координатором проекта «Гостеприимная Абхазия» стал финалист конкурса с царской фамилией Максим Гунба. В составе наблюдательного совета конкурса «Гостеприимная Абхазия» опять же представители администрации президента и правительства – Владимир Делба, Беслан Эшба и так далее. Общественность в меньшинстве и представлена предпринимателем Валерием Киртбая и проректором АГУ Романом Дбар. В таком составе Совет будет следить, внимание, за прозрачностью и объективностью проведения конкурса, а также обеспечивать независимую общественную оценку. Ограничения на участие в проекте введены только для лиц, выполняющих функции иностранного агента. И это весьма интересно, так как в Абхазии нет иностранных агентов. Не существует закона об иностранных агентах. Но команда Абхазии, словно совсем не абхазская команда, вводит такое ограничение. Возникает вопрос, для чего? Чтобы не допустить к проекту граждан России со статусом иноагента? Нелогично. Ведь принять участие в проекте, как нам говорят, могут только граждане Абхазии. То есть проигнорировать законы Абхазии и внести поправку в положение организаторы проекта решили из-за 3 независимых абхазских журналистов, которые по просьбе Бжания были объявлены иноагентами в России? Или нынешняя власть, из ее представителей, кстати, сформирован совет, решила таким образом продолжить бжаниевские репрессии в отношении свободы слова? Или нынешние гунбы Бжания так угрожают всем остальным свободомыслящим гражданам страны продолжением списка иноагентов? С этими вопросами я обратилась к исполнителям проекта. Гунба, тот, который Максим, на связь не вышел, так как находился в России. А вот Георгий Габуния на звонок из Абхазии откликнулся. Он не видит ничего предосудительного в игнорировании абхазского законодательства. Он сообщил мне, что ограничения для лиц, выполняющих функции иностранного агента, в абхазский конкурс ввела российская организация «Россия. Страна возможностей». Габуния подчеркнул, что финансирует проект российский бюджет, из чего, видимо, следует, что оплачивающая сторона
пишет положение и диктует свои условия, а принимающая соглашается на сбор и обработку персональных данных граждан Абхазии и их законных представителей, их систематизацию, накопление, хранение, уточнение, блокирование и так далее. И все это в соответствии с требованиями Федерального закона России. Но не все так безысходно, и мой интерес к абхазскому проекту, написанному на основе российских законов, все же вызвал ответную реакцию якобы абхазского истеблишмента. По добровольной инициативе Беслана Эшба с официального сайта проекта «Гостеприимная Абхазия» исчезла информация об ограничениях для лиц, выполняющих функции иностранного агента. И это очень важно, потому как означает, что даже вот такие абхазские чиновники прекрасно понимают, что не могут столь демонстративно игнорировать законы Республики Абхазия и столь откровенно размывать основы нашего государства. Поэтому они сделали, на мой взгляд, лишь полшага назад, по-видимому, в ожидании новых возможностей. Что же касается представителей абхазских независимых СМИ, голословно объявленных Россией иностранными агентами, так поверьте мне на слово, в проектах, контролируемых властью, не отстаивающие интересы государства и граждан, они участвовать даже не помышляют, даже если их об этом очень сильно попросят.